Александр Федорович, здравствуйте. Спасибо, что согласились дать нам интервью. И сегодня мы поговорим на тему экономической ситуации в нашей стране. Еще несколько дней назад россияне даже не знали о существовании системы SWIFT, но уже сегодня она у всех на устах. Расскажите, пожалуйста, что же это такое, как SWIFT работает и чем грозит россиянам отключение из этой системы? Спасибо. Значит, смотрите, SWIFT – это такая вот транспортная система, это не платежная система, это система по передаче финансовых сообщений. Это вот система общения между банками. И у нее есть очень четкая, так сказать, вот такая специализация. Она только занимается передачей финансовых сообщений. То есть ушел платеж из одного банка в другой, вот эту вот цепочку информации по SWIFT передается из одного банка в другой, и они принимают уже решение. С одного счета списать деньги, а на другой счет там зачислить деньги в другой банк и так далее. Какие, условно говоря, потери мы можем понести, потому что ай-яй-яй отключили SWIFT? Ну, во-первых, то, что касается внутрироссийских операций, как для юридических лиц, как для банков, как для бюджета, а также для физических лиц, это ровным счетом ни на что не влияет, и на это обращать внимание просто не следует. Он важен для обслуживания внешнеэкономических операций. Когда, значит, покупатель наших ресурсов там, или чего-то за рубежом, мы, так сказать, мы ему продаем, там, условно говоря, газ, а от него получаем деньги на наш счет. Вот здесь вот как раз работает SWIFT. Поэтому по SWIFT вот есть, собственно, такая история, что это важно только для обслуживания внешнеторговых операций. Это первое. Второе. SWIFT не единственная транспортная система обмена финансовой информацией. И как раз мой следующий вопрос, чем Россия заменит эту систему, что придет на смену SWIFT? Возможно, уже есть какой-то другой российский аналог такой корпоративной почты, по сути? Вы тоже правильную аналогию провели, что это может быть и вот объяснено именно таким вот образом. В 2014 году такая система была создана, и она называется «Система передачи финансовых сообщений». С 2014 года она работает. И сейчас достаточно большую долю внутрироссийских операций между банками, между бюджетом и так далее выполняет вот, собственно, вот эта вот система. То есть это не какой-то образец, там, условно говоря, опытный, который, может быть, когда-то заработаем. Это абсолютно надежная работающая система, и я хочу подчеркнуть, что она еще работает по тем стандартам, по которым работает SWIFT. То есть вы можете через нее провести операцию, а потом выйти уже в другой стране, так сказать, в систему SWIFT, и все это дело будет, вот, условно говоря, коннектиться, да? А SWIFT как-то связан с банковскими картами обычных простых держателей, потому что сейчас почти каждый второй россиянин обналичил деньги через банковские карты или, по крайней мере, собирается это сделать. Как SWIFT скажется в работе банковских карт? Скажем так, работа банковских карт со SWIFT, в общем-то, ну, практически не связана. Там есть определенная связь, что финансовые транзакции на территории, там, условно говоря, за пределами России, скажем, в Европе или в Америке, они используют SWIFT. Да? Но что было сделано? В 2014 году было принято решение организовать свою национальную платежную систему, так называется НСПК, которая выполняет две задачи. Первое, оно начало эмиссию карт МИР, и сейчас эти карты уже превышают там порядка 60-80 миллионов их у нас в стране. И вторая функция – все иностранные, так сказать, операторы платежных систем, которые хотят работать на территории России, они должны создать на территории России свои филиалы. Вся информация по обслуживанию карт на территории России, она, так сказать, обслуживается на наших серверах. Поэтому
Для внутрироссийских операций отключить карты, даже те карты, тех банков, которые попали сейчас в санкционный список, карт Visa, MasterCard, абсолютно дело бесполезное. Если вы снимете деньги со счета, то вы точно потеряете. Вот давайте конкретный простой пример. У вас есть 1 миллион рублей. Он лежит на счете под, там, условно говоря, 4% годовых. За год вы там получите, там, условно говоря, 40 тысяч рублей. Да? Теперь вы поддались панике, забрали эти деньги и положили себе под подушку. Вы уже потеряли эти 4%. Во-вторых, они у вас полежат полгода. А сейчас по решению правительства, значит, и Центрального банка была поднята ключевая ставка Центрального банка до 20%, значит, поползут вверх, вот, собственно, проценты по депозитам. А если вы хотите сохранить и, может быть, так сказать, покрыть инфляцию и, может быть, и немножко там накопить, то для этого существуют другие инструменты, например, вклады. И раз уж мы говорим о заработке, то сейчас многие россияне также обменивают валюту в надежде выиграть на котировках. Стоит ли таким образом стараться приумножить свои средства? Если бы вы мне задали этот вопрос, там, условно говоря, 3 месяца, полгода назад, я бы сказал, для того, чтобы, скажем так, минимизировать риски валютные, да, желательно, чтобы в вашем портфеле было несколько валют. А сейчас это делать, ну, в общем-то, подобно самоубийству. Это просто не нужно, потому что вы потеряете, ну, до половины своих денежных средств, если мы говорим о рублях. И не факт, что вам удастся потом, получив, там, условно говоря, там 10 тысяч долларов, да, вам удастся выручить то же количество рублей, которые вы потратили на то, что эти доллары приобрести. Скорее всего, вы потеряете по курсу. Плюс к тому вы потеряете еще и на конвертации. Конвертация за покупку долларов и конвертация за то, что вы будете продавать эти доллары в рубли и так далее. Поэтому сейчас рекомендация такая. Уже поздно, надо набраться терпения, здравого смысла и просто подождать. Все устаканится. Александр Федорович, давайте теперь поговорим о сохранении стабильности обменного курса валют. Какие меры уже предпринял Центральный банк и какие, по вашему мнению, он может и должен предпринять? Во-первых, у нас все-таки достаточно большие золотовалютные резервы. Но все золотовалютные резервы у нас составляют где-то порядка там 600 с чем-то миллиардов долларов. Это все-таки очень большая, так сказать, цифра, которая способна, вообще говоря, в том числе, так сказать, во-первых, стабилизировать экономическую ситуацию в стране. И я уверен, что часть средств будет направлена для того, чтобы защитить и поддержать уже принятые социальные программы. Те кредиты, которые были выданы населению, это ипотечные кредиты, это автокредиты, другие кредиты, вот проценты по выданным уже кредитам не должны меняться. И теперь, что касается инструментария поддержки стабильности, было принято решение о том, чтобы продавать валютную выручку до 80% от валютной выручки, поступающей в страну. Значит, что это означает? Это означает, что, так сказать, те средства, которые будут выручены за счет экспортной выручки, они пойдут на поддержание стабильности ситуации в стране. Для того, чтобы, во-первых, не остановить наше производство, экономическую жизнь, чтобы не было ущерба в этих вопросах. И, подходя к завершению нашего разговора, хочется вернуться к середине интервью, где вы упомянули о повышении ключевой ставки Центрального банка до 20%. Немножко пугает эта цифра, но объясните, пожалуйста, как это работает, прежде всего для защиты граждан, и стоит ли россиянам опасаться так называемой девальвации и инфляционных рисков?
Значит, у любого потребителя, нас с вами, как граждан, потребителей, есть две модели поведения. Если у нас больше денег, значит, мы больше покупаем, значит, мы больше себе можем позволить и так далее, и так далее. Что-то купить. Иногда и часто купить что-то лишнее и не совсем нужное. Да? Вот. А если у нас меньше денег, мы думаем, вот это купить или не нужно. Поэтому вот ключевая ставка, если она низкая, ключевая ставка банка, если она низкая, она стимулирует потребление населения. А если стимулируется потребление, то, значит, спрос на товары увеличивается, а значит, растет инфляция. Да? Если ключевая ставка повышается, и, по сути дела, сейчас она такая вот, условно говоря, ну, очень сильная, практически больше, чем в 2 раза подняли, она, по сути дела, носит такой очень мощный запретительный сигнал. И говорят о том, что, ребята, сейчас не время тратить, сейчас время сохранять. Почему? Потому что вслед за вот этой вот ставкой Центрального банка будут расти ставки по кредитам, и они уже растут. Кроме того, будут расти ставки по депозитам, и они тоже растут. Поэтому это не запретительная никакая мера, это вот просто инструмент охлаждения такого вот аппетита к заимствованию. Инфляция и ключевая ставка Центрального банка, она работает вот таким вот образом. Чем выше ключевая ставка банка, тем больше сигнал на то, что инфляция будет под давлением. Это не значит, что инфляция может в какой-то момент не вырасти. Она, скорее всего, вырастет. И это будет зависеть не от монетарной позиции Центрального банка, а это может зависеть от того, что вот эти вот цепочки поставок определенных продуктов, они сейчас нарушены. Нужно переждать, пересидеть, и все будет нормально. Ну что ж, наша экономическая реальность в стране существенно изменилась. Есть ли у вас прогнозы, когда ситуация улучшится и когда мы сможем преодолеть санкционные последствия? Ваше мнение? Я думаю, что сейчас прогнозов нет, и всюду говорят о том, что вот Европейский Союз там говорит о том, что мы там еще подумаем о каких-то санкциях и прочее десятое. Это может быть там в течение месяца, 2, 3 вряд ли закончится, но это противоестественное состояние, когда государства друг с другом обмениваются санкционными дубинами и лупят себя со страшной силой. Это ненормально. Это рано или поздно закончится. Хотелось бы, чтобы рано. Александр Федорович, спасибо большое за интервью.